Эфир телеканала «Якутия-24» продолжит новости. В студии Иван Лазаренко. И вот главные темы этого выпуска. Первая цифровая. Более миллиона россиян уже переписались через портал госуслуг в первый день проведения всероссийской переписи населения. В прошлом году Нерюнгринский водоканал провел первый этап реконструкции. Какие работы ведутся сегодня на объекте? В Москве стартовал третий международный фестиваль народных художественных промыслов и ремесел руками женщины. Якутию представляют сразу две мастерицы Абыльского ууса. Более 1 миллиона россиян уже переписались через портал госуслуг в первый день проведения всероссийской переписи населения. Такие данные привел на пресс-конференции заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. Помимо того, что перепись первая цифровая, она еще и самая экологичная. Вместо бумажных анкет переписчики заполняют формы на планшетах. Если раньше обработка итогов переписи занимала у Росстата 3 года, то сейчас, благодаря внедрению современных технологий, на это понадобится всего 1 год. Участники пресс-конференции призвали активно участвовать население в переписи и по возможности онлайн через портал госуслуг. Это не только удобно, быстро, но и безопасно в период пандемии. Также жителям страны напомнили о безопасности персональных данных в сети интернет. Что, во-первых, все-таки не забываем про безопасность своих аккаунтов. То есть используем пароли не раз, два, три, четыре, пять, не QWERTY, а все-таки какие-то более сложные пароли. Это предусмотрено в том числе нашей парольной политике, но тем не менее люди исхитряются, пароли компрометировать, оставлять на рабочих местах, условно говоря, отправлять друг другу, соответственно, в почте, в мессенджерах, то есть используют различные защищенные каналы. Это первый момент. Второй момент, если говорить о безопасности учетной записи, то в принципе считается хорошим тоном включать второй фактор аутентификации, то есть когда на каждый вход система присылает сообщение, соответственно, с одноразовым кодом и после этого запускает внутрь. Ну и, наконец, когда вам приходит сообщение от имени портала госуслуг, проверяйте ссылки, куда вы переходите. То есть если это приходит сообщение просто на почту, оно, как правило, дублировано в личном кабинете. Отметим, что в первый день основного этапа всероссийской переписи населения принял участие глава Якутии Айсен Николаев. Он призвал якутян принять активное участие в переписи. Санитарно-противоэпидемическая комиссия города Якутска приняла решение продолжить образовательный процесс с 16 по 22 октября в очной форме для учащихся с 1 по 4 классы. Для 9, 10, 11 и 12 классов очная форма обучения возобновляется с понедельника, 18 октября. Школьники с 5 по 8 классы продолжат обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. Также дистанционный формат пока еще сохраняется в учреждениях дополнительного образования, в том числе это касается кружков, секций, дополнительных занятий, различных внеучебных мероприятий. Нерюнгринский водозабор – объект «Ветеран», сдан в эксплуатацию в 1977 году прошлого века. Оборудование на нем давно устарело, а мощности по добыче воды в 6 раз превышают потребности предприятий и населения, что влечет неоправданные затраты. В прошлом году Нерюнгринский водоканал провел первый этап реконструкции своих объектов, освоив 400 миллионов рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов. А о том, какие работы ведутся сегодня на объекте, расскажут наши коллеги. Сегодня можно говорить о начале пути реализации второго этапа модернизации Нерюнгринского водоканала. Сумма затрат на реконструкцию основных фондов на 2022-2024 годы будет в 2 раза больше, чем на первом этапе. Речь идет о сумме уже свыше $1 миллиарда рублей. Это объект, который обеспечивает жизнедеятельность и жизнеобеспечение города и поселка Серебряный Бор. Поэтому эти траты абсолютно необходимы и жизненно важны. Значит, первый этап финансирования проходил в рамках федеральной программы. Данные деньги были выделены в виде субсидии и освоены были нами. Во втором этапе там немножко другой подход будет меняться. Я думаю, что деньги нескольких бюджетов будут вложены, в том числе и с бюджета муниципального образования Нерюнгринский район. В критический зимний период на Нерюнгринском водоканале из-за устаревшего оборудования потери от общей добытой воды составляют около 38%. То есть это очень много. Чтобы их найти, необходимо оприбориваться. Просто вода в квартала установим приборы учета, и по ним будет видно,
каких из кварталов что теряется, чтобы можно было как-то принять какие-то меры. На следующих этапах модернизации водоканалу предстоит реализовать 6 проектов. Будет у нас реконструкция Мулинского водозабора, насосной станции. Это будут емкостя на Верхненерюнгринском водозаборе, на главном водозаборе города Нерюнгри. Это будут трубы водопроводные от этой станции до Мулинского водозабора. Это будет дюкер. Дюкер – это переход через реку Амунакта, это канализационный коллектор. И будут камеры. Камеры с приборами учета, которые нам позволят сократить потери по городу воды. То есть это вода в квартала города Нерюнгри. Сегодня, после первого этапа реконструкции водоканала и серьезного техвооружения, мы видим существенную разницу «было-стало». Так, замена оборудования на других водозаборах уже дала водоканалу экономию, которая в летний период достигла до 40% от затрат энергоресурсов. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Из карьера «Юбилейный» смогут вывозить больший объем руды. Айхальский ГОК получил 4 новых самосвала «Катерпиллер» грузоподъемностью 136 тонн. Плюс ко всему техника оснащена бортовыми компьютерами, системой безопасности и пожаротушения. Водители рады, работать станет легче. Большегрузы поступили на площадку по программе технического перевооружения. Чтобы техника соответствовала требованиям Алроса, поставщик установит на самосвалы обогрев зеркал, утеплит двигатели и кабины. С техникой «Катерпиллер» водители Айхальского комбината знакомы, однако есть свои особенности. Конкретно, кардинально отличает данный самосвал от ранее эксплуатируемых в Айхальском ГОКе, это то, что привод. Айхальский ГОК всегда эксплуатировал самосвалы с электромеханической трансмиссией. Эти самосвалы уже с гидромеханической трансмиссией, что как раз является основным отличием. Президентская программа социальной газификации полным ходом идет по всей стране. В Якутии голубое топливо может быть бесплатно. Подведено к более чем 4,5 тысячам домовладений. Люди активно начали подавать заявки и ждать одобрения от рекоператора по газификации компании «Саха-Транснефтегаз». Но даже на этом этапе начали испытывать трудности. Почему приходят отказы на подключение? В проблеме разбиралась Ульяна Шагина. Обещанного 3 года ждут. В случае с жильцами улиц Зеленая и Мира села Хатасы уже более 5 лет. Все это время жильцы обращаются во все инстанции, чтобы подключиться к газу. Но каждый раз получают отказ по разным причинам. Когда я подавала заявление сперва, чтобы подключиться, например, от соседа, сказали, что давления не хватает. Вот позавчера буквально нам пришел отказ по социальной газификации. Что сказали? Формулировка была такая. Дом находится от ближайшей точки подключения больше 131 метра, поэтому технически невозможно. То есть технически возможно, но для этого нужно строительство газовых сетей, рассчитать там диаметр трубы, рассчитать длину трубы. Сам микрорайон Кайскиль относительно новый. Строиться здесь стали с 2014 года. Сегодня из 60 участков больше половины зимуют, но тратят сотни тысяч на дрова, уголь и электричество. Остальные зимой уезжают в город, вынужденно арендуя квартиры, либо ютятся у родственников. Построила в Хатасах дом, продав свою собственную квартиру в городе. Но так как нет газа, вынуждена жить у сына в однокомнатной квартире. И так это продолжается почти 3 года. Сегодня в микрорайоне Кайскиль только 3 участка подключены к газу. Остальные уже много лет никак не могут дождаться подключения. При этом сам микрорайон находится в центре села Хатасы. И люди никак не могут понять, почему их вопрос никак не может быть решен. Программа социальной газификации по замыслу должна решить проблему так называемой последней мили, дегазифицировав дома, рядом с которыми уже подведена труба. Если раньше за это платили сами собственники, то теперь обязательство на себя полностью берет государство. Задача такая дана, и мы ее выполним обязательно. Другого быть не может. Но еще раз, программа делится на этапы, и в первую очередь, и вот как раз задача 2022 года подвести газ к домам, обеспечить, привести газ в дома, да, к людям, там, где нет дефицита пропускной способности. То есть, возьмем простыми словами, поселковый, уличный газопровод, и в нем может просто элементарно не хватать давления. В первый этап попадают Якутск, Покровск и Марха. Остальные, в том числе и жители села Хатасы, будут ждать утверждения так называемой схемы низкого и высокого давления в газовых сетях.
Строительство распределительных сетей должно определять схемы газоснабжения. До сегодняшнего дня у нас схем газоснабжения не было. Сейчас эти схемы будут утверждены и внесены в программу газификации. Соответственно, мы будем знать, какого диаметра, какого протяженности газопроводных должны быть построены в этих районах. Когда эта работа будет? Программу газификации мы должны утвердить до конца этого года, до 1 декабря. Жильцам же улиц «Зеленая» и «Мира» остается ждать и надеяться, что после утверждения схемы газоснабжения в их участке наконец-то придет обещанное голубое топливо. Якутия-24 будет следить за развитием этих событий. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск, Хатасы. В Москве стартовал 3-й международный фестиваль народных художественных промыслов и ремесел руками женщины с участием мастеров народного творчества, ремесленников и дизайнеров. Якутию представляют сразу 2 мастерицы из Абыйского улуса. С их творчеством познакомилась моя коллега Айсена Бурнашова. Лоскутные панно, дамские сумочки, чепраки, женские украшения. Всего около 20 изделий, сделанных своими руками. Особое место на якутском стенде занимает герб Абыйского улуса. Работа – настоящее наследие предков, выполненная техникой кыбытык-тиги. В центре нашего панно находится герб Абыйского улуса, показаны все наследия, чем живут, что добывают. История улуса тоже наглядно отражена. Например, на панно видно Спаса за Шиверскую церковь. Рыбы, утки, яства – все богатства нашей земли показаны в том числе. Творческое объединение АЛГ основано в 2018 году. Это их первое участие на фестивале «Руками женщины». Якутские мастерицы с трепетом относятся к своему ремеслу, знают все секреты старинного искусства и, конечно, охотно делятся знаниями лоскутного шитья миру. У нас кыбытык-тыги никакой народ не шьет, только мы, якуты, только мы это шьем. Это национальная наша, как бы считается, гордость. Вместе с якутянками на фестивале принимают участие женщины из более чем 10 регионов России и 5 стран мира. Главная миссия масштабного события – объединить талантливых мастериц и показать мягкую женскую силу. Мы занимаемся народной дипломатией. То есть мы представляем на международной площадке наших женщин. А наши женщины очень талантливые. И мы слышим обратную связь из-за рубежа, что женщины зарубежных стран с очень большим желанием хотят сотрудничать. Абхазия покорила плетеными изделиями. Ямал удивил поделками из кости. Алтай привез авторские вещи из войлока. Каждый стенд наполнен самобытной культурой. Прикоснуться к народно-художественным промыслам может каждый. Фестиваль продлится до конца этой недели. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. К этому часу пока вся информация. Оставайтесь на нашем телеканале.